Вот этому тутовнику больше 100 лет. Вот размер где-то больше, диаметр больше метров. Его посадил мой дедушка. И полностью эти огороды как бы нас обеспечивают. Дедушкино дерево Адылу, пожалуй, жаль больше всего. Остальное, говорит, можно отстроить заново. Bir sotuk $5000 чейн ойнайды. Все 5 домов, в которых живут Нурматовы, пойдут под снос. Вместе с ними с кыргызско-узбекской границы правительство Кыргызстана выселяет еще 30 семей. Их дома стоят слишком близко к территории соседней республики, не входящей в Евразийский экономический союз. Укрепить рубежи ЕАЭС у кыргызских таможенников пока не получается. Мы не съедем, куда мы пойдем? У нас в семье старики, инвалиды, дети есть совсем маленькие. Ее имущество, подсчитала Барчинай, стоит как минимум в 3 раза дороже. Например, за мой дом длиной в 7 метров с участком в 5,5 соток и плодовыми деревьями дают 1 50 000 сомов. За эти деньги я должна или участок купить, или дом. По рыночной цене сотка земли стоит $5000. Пусть тогда нам дают землю. Еще дешевле оценили дом ее сестры, инвалида 2-й группы Рахатай. За двухэтажную постройку с газом, светом и водой ей предложили $14 000. Соседи Нурматовых с решением оценочной компании, которую пригласили в таможенной службе, тоже не согласны. Славянский Восток, вот, приходили они, все, ничего не мерили, даже не смотрели, вот так сфотографировали и все. За один день 34 хозяйства уже мерили они, которые мы сами наняли, целый день все, по кирпичам, по деревьям, по диаметру все рассчитали они. Встроенную мебель и расходы на переезд оценщики не считали, так же, как и деревья с плодами и урожай, за счет которых живут почти все местные жители. Зеленые насаждения, виноград, уже 2 года, если считать, сколько будет урожай. Там черешня, урюк есть, орехи, у нас все есть тут. Вот это роза 15 лет уже. Куда я пойду с этими деньгами? Ничего не могу делать, никуда не пойду. Я не против государства. О том, как проводилась оценка имущества граждан, таможенники на Ошском КПП рассказать не смогли. Попросили взять интервью у столичного начальства. Однако официальные комментарии из-за затяжных майских каникул взять в ближайшее время, похоже, не удастся. Тюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Ошская область, Кыргызстан.